этой дыре, и здесь просто... Алексей Ленков, это первый номер. И неплохо таки знаете, ну повторяет, да? Не надо уезжать дальше своего соперника. Так и хочет бороться вперед, но... За ним и максимально правильно. загорелся задний бампер. Сейчас привет, дайте шума для участника.
мероприятие проходит уже 4-й год в городе Владивостоке. Называется D1 Grand Prix Prime Ring Pacific Asia, что означает, что азиатское направление — это входят такие страны, как Япония, Таиланд, Китай, ну и, соответственно, Россия. Вот. Мероприятие, значит, сравнивается мирового уровня. Это один из этапов чемпионата мира. Соответственно, японцы фавориты этого мероприятия. Но в этом году Россия отличилась, и Дамир Динатуллин с города Красноярска занял 2-е место. В общем-то, уровень настолько вырос за 4 года российских пилотов, что на уровне чемпионов мира парни соревнуются. И, соответственно, сами чемпионы говорят о том, что уровень растет буквально с каждым годом на 50%, на 70%, да и то на 100% и на 140%. Впечатление, конечно, мероприятия это бешеные. Бешеные в чем? В прямом смысле, даже без переносном, потому что ощущение скорости постановки автомобиля на 140-130 км в час, а это регламентированная скорость, которую ты должен именно поставиться на этой скорости, это по правилам брифинга. Соответственно, задачи, поставленные судьями, очень сложные, которые пилоты выполняли, поэтому было очень много тех сходов, заездов блоков машин. Вот. Но, несмотря на это, за сутки, за пару часов машины ремонтировались, того и за 20 минут, и за 15. Это все быстро происходило в таком быстрой форме все. Гонка была просто красивая и динамичная. Эффект дыма, то есть какие-то касания. Рядом друг с другом машины ехали очень близко, настолько, что то есть, притирание колес друг к другу в дверь, ну просто непередаваемое ощущение. Количество людей на самом мероприятии было около 50 тысяч, но это включая 3 дня, я имею в виду. Очень большое количество разных городов. Даже города Якутска было, я думаю, порядка 50 человек. Я думаю, даже половина людей приехала на машинах, на самолетах ради этого мероприятия. Поэтому ребята, кто все-таки управляет заносом, так сказать, дрифтит, попробуйте свои силы на соревнованиях. Это намного эффективнее, намного лучше, нежели чем доказывать кому-то на улице, что вы лучше. Вы никогда не научитесь ездить лучше на улице, когда рядом нет достойного соперника.